Подвести итоги работы в отопительный период, рассказать о масштабных инвестиционных программах теперевооружения и цифровизации. В Т+ провели ежегодную пресс-конференцию в онлайн-формате. Спикером выступил новый генеральный директор компании Александр Виллисов. На прямой линии с ним были представители филиалов и СМИ 16 субъектов страны. Каждый участник мог поинтересоваться перспективами развития своего региона. Что намечено сделать в Чувашии, уже знает Лидия Галактионова. В этом году в связи с погодными условиями отопительный период был несколько короче. Поэтому энергетики раньше приступили к реализации своих инвестпланов и начали подготовку к новому сезону. В Т+ намерены выполнить все взятые обязательства и обеспечить надежное и качественное теплоснабжение потребителей. Для этого значительно увеличивается объем инвестиций в модернизацию тепловых сетей и обновление станций. Кроме того, компания намерена повышать свою эффективность. Мы продолжаем по-прежнему интенсивно работать над цифровизацией, пытаемся сделать ее полезной для компании. Прежде всего сделать так, чтобы мы с помощью цифровых инструментов повысили эффективность производства, его эффективность, безопасность и надежность для клиента. Для бесперебойной подачи теплоносителей нужно привести в порядок сетевое хозяйство. Во многих регионах степень его изношенности достигает 80%. В компании последовательно работают над снижением повреждаемости. Так уже провели гидравлические испытания тепловых сетей, которые вскрыли ряд дефектов. Лучше, если инциденты проходят именно в период испытаний, отмечают энергетики, когда целенаправленно выявляются слабые места. В эти дни бригады работают в круглосуточном режиме, чтобы в кратчайшие сроки восстановить горячее водоснабжение. 2, 3 или 4 года назад обратиться, сроки отключения горячего водоснабжения у нас составляли порядка 14 дней. А на сегодняшний день стараемся провести испытания в городах в течение 3-4 дней. Ну и, соответственно, дальше уже наступает период восстановительный, ремонтный. В регионах, которые заключили с Т+ концессионные соглашения, идут масштабные работы на теплосетях. Общий объем перекладок в Чебоксарах и Новочебоксарске в этом году порядка 37 километров. Ежегодно обновляется 4,5% от общего объема тепловых сетей. Результат по снижению старения будет виден года через 3. Это тот случай, когда большое видится на расстоянии. Мы сейчас боремся больше с тем, чтобы в период, именно в отопительный период, было меньше дефектов и ремонтируем те участки, которые в основном вот на протяжении предыдущих лет была максимальная повреждаемость на них. То есть у нас есть система мониторинга тепловых сетей, которую мы у себя сейчас реализовали. То есть система позволяет в электронном виде вести анализ за предыдущие периоды. В рамках цифровизации компания стремится к тому, чтобы вся система была максимально прозрачна. В режиме онлайн прослеживаются не только параметры качества подаваемого ресурса, но и работа приборов учета потребителей. Так автоматизированная система контроля помогла выявить незаконную схему вмешательства в работу счетчиков. 17 многоквартирных домов, которые мы выявили, был осуществлен очень интеллектуально грамотный срыв пломбы. Внутри в счетчике была сделана впайка, которая позволяла фальсифицировать отчетные данные прибора учета. Ну и, соответственно, другим всем сигнал, что видим, знаем и будем максимально применять все методы воздействия. Т+ активно работает с местными властями и управляющими компаниями. Так, одно из новшеств этого сезона – утвержденный график поэтапной подготовки объектов к зиме в Чебоксарах. Мотивирует и потребителей. В частности, поощряют тех, кто помогает соблюсти экологическую повестку компании. Перейдя на электронные квитанции, можно стать участником акции и принять участие в розыгрыше смартфона. Лидия Галактионова, Виктор Степанов, Вести Чувашия.